с террористами, которые в руки берут оружие и идут убивать. Под Нет, эгидой... на ислам. Ты не понял одно, ты не туда попал, братишка. Здесь исламу нет места. Здесь свободные чеченцы. Понимаешь ты это или нет? Тут исламом Я не все пахнет. понимаю. Тут чеченцы сидят. Я Я... чеченец. Мне ислам русский, православный. Ахлусунна. Мне он не интересен. Что ты мне сейчас спариваешь про ислам? Я тебе про ислам говорил? Я тебе говорю, что чеченцы... Я эти все мерзавцы, еще раз тебе повторяю. В какой бы форме они не были, этнической принадлежности, если они пришли на территорию Украины, это официальная позиция всех здравомыслящих чеченцев. Они мерзавцы, они военные преступники. А что вы там определяете? Чеченцев вы ловите. На вас напала Россия, российская, русская оккупационная армия, еще раз я тебе говорю. У нас Чечня под оккупацией, освободите, Савош, под оккупацией находится. Под оккупацией, ты понимаешь, там вырезали всех, там никого нету. А ты мне говоришь, мы не хотим под оккупацией. Конечно, я тоже тебе говорю, не нужно, чтобы Украина под оккупацию попала. Поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за независимость. Надо полностью вырезать нахрен чертом собачьим, чтобы ядерным напалмом вот эту всю Московию, Санкт-Петербург. Только тогда будет мир на земле. Отсюда не обратно вот эти русские тезы, мусульмане, христиане, да плевать, кто там, православный он, мусульманин, буддист, христианин, синтоист. Есть правда, зло, есть добро. Сегодня добро это Украина, потому что на нее напала русня, силы тьмы, мразота, убийцы, Мордор. Понимаешь ты это или нет? Причем тут тебе? Ислам это зло. Это инструмент в руках русских имперцев. Так же, как и православие. Потому что вас, украинцев, делили по православном, именно религиозном факторе. Русская православная церковь, московская, киевская, синодальная, всеукраинская православная церковь. Религия – это инструмент. Только дебил будет во что-то верить религиозно, потому что это человеческие сказки. Тут вообще не интересен религиозный вопрос. Тут вопросы. Добро, зло. Добро это на данный момент получилось так. Хотят того украинцы и не хотят, это Украина. И весь цивилизованный мир западный. Они поняли и осознали, что если Россию сейчас русских не остановить, то они пойдут дальше. Польша, страны Балтии. Но, к несчастью для нас, чеченцев, нас предали. Когда нас убивали 35 лет, весь мир сидел, смеялся. Когда русские на нас ярлыки накидывали, говорили, вот, смотрите, какие они бородатые, глупые. Да, у нас эту религию закинули. И все эти так называемые чеченоговорящие агенты Русни, ФСБшники, ГРУшники, СВНщики, они сыграли им на руку. Но чеченцы прекрасно знали, откуда растут рога и копыта. Эту религию ислам надо в Россию, в Москву, к ним туда. Пророка Мухаммеда и Корана, эту всю сунну. Им это рассказывать. Не надо нам рассказывать. Не надо нам рассказывать. Все вот эти вот бородачи на Украине, они посредством ГРУ Украины там содержатся. Мы официально заявляем, что эти люди являются незаконными вооруженными формированиями на территории Украины. Они не подчиняются и не входят ни в какие государственные структуры Украины. Каким таким образом чудесным на территории Украины какие-то добровольческие отряды бородатых мусульман? Это что такое вообще? Где украинское государство? Почему они не контролируют эти неконтролируемые банды вооруженные, какие-то бородатые русские, православные, которые какие-то кричат «Аллах Акбар»? Где государство украинское? Это же такая русская православная Ахрусуна там создается. То есть подразделение Мансура это не относится военные к вам, да? преступники, русские ФСБшные банды, сами того не подозревают. Да, я тебе официально заявляю. Это бандиты, преступники бородатые, религиозные. Потенциальные террористы, русские террористы, мусульманские на территории. Это пятая колонна у вас на Украине. Вот они кто. До тебя доходит это или нет? Ты слушай. Прям говори. Ты же хотел что-то там донести на нас. Лауреат, Зурзука включи. Не надо его включать, он еще что-то, Одессу будет мне брать здесь сидеть. Зачем ты включаешь? Будет начать мне про Одессу рассказать, про свою русскую эту православную банду. Такой русский агент, вот он из чеченцев, вот смотри, сидит, вот Зурзукете, он
чеченец, смотри, чеченец, этнический чеченец, и он закидывает русские тезы, заходит и Одессу он берет, за Россию, за русских, прикрываясь чеченской нацией, которую они сами же игнорят, убивают, насилуют, убивают, пропускают через концлагеря. Вот. Вот и вся правда. Тебе какая другая правда нужна, Хаймерс Хату? Еще тебе нужна правда? Скажите, а как вы боретесь? Где ваша оппозиция? Как вы Ты можешь бороться, планируете? если тебя по всему миру преследуют. Даже в Украине вы нам место дыхнуть, не пернуть не даете. Вы же чеченцев всех там сажаете. Там чеченец приехал с Украины, недавно поехал, думает, пойду там, вспомню, буду мстить. Его там ГРУшники преследуют. По голове надавали прикладом, автоматным прикладом, с пистолета прикладом, сняли про него съемку, преследуют. Он выехал в Европу, они его преследуют. Молчи, не говори. Создали эти банды, закаевские, мусульманские, вот эти православные, исламские банды, Закаев, Ахмед, бандит тоже, русский агент. Потом это шейха Мансура, ваши банды мусульманские, которые вы там держите. Потом этот батальон Джахара Дудаева. Вы же всех туда эту Ахлусунну кидаете. Почему вы из них делаете мусульман там? Где там пахнет Чечней? Где там интересы чеченцев? Как мы можем бороться, если вы всегда нас закидываете в русскую матрицу религиозную? Как мы можем бороться, если нас весь мир предал? Как? Вот ты мне объясни. Ты человек, вас 45 миллионов. Вас поддерживает весь мир. Вы представлены в ООН. Вы бывшая ядерная держава. И то вы не можете ничего сделать. Миллион наций нет. Как мы можем бороться, если против нас все страны третьего мира, ось зла, Иран, Турция, все страны Арабского Востока, страны Магриба, весь третий мир, потому что союзники России. Еще нам они исламскую религию закинули. Как мы можем бороться с этой силой темной? Вот ты мне вот объясни. Вот единственное, что мы можем, это говорить, и то нас убивают по всему миру. Приходят, стреляют в спину. Объединяться с кем-то, я так думаю. Нет? Я так думаю, может, объединяться надо с кем-то. Мы можем объединиться. Вот вы нас сидите, гнобите, Скорпенко. Вы нас сидите и уничтожаете нас, чеченцев. Как мы можем с вами объединяться, если у вас там русские агенты сидят в информационном поле? Вот с кем объединяться? Вот давай, я тебя слушаю. Я готов объединяться. Я не знаю, почему вы называете всех русскими какими-то там шнырями. Я не таким Да не потому являюсь. что вы нас всех называете бандитами-чеченцами. Да ну почему вы так говорите? Ну, я не понимаю об этом. Карпенко, Золкин, Вы знаете, ты видел, они сидели да ну, на митинге и защищали русский мир. Вы видели, Карпенко, Золкин сидели в русский мир, защищали так это что, на это вся митинге. Украина или это все украинцы, что ли? Нет, конечно. Почему вы говорите, что сегодня ГУР, допустим, относится к ФСБ каким-то образом? ФСБ, я официально еще раз заявляю, ГУР это филиал ФСБ. Буданов, ваш директор ГУРа, он работает на ФСБ, на Главное разведуправление России. А совместные коллеги, я вам это официально заявляю. Если вам нужно вам на язык. и у нас сейчас один чеченец есть, он может вам официально все как есть и рассказать, если он, конечно, Да, же пусть захочет. расскажет. Конечно, мне очень интересно. Это мой начальник, и мне очень сильно интересно. Где Ну же, ладно, какой если есть стороной? вопрос, просто общих чертах, расскажите ему эту всю исламскую банду, там, которую создают украинцы на территории Украины. Русскую банду. Ты ко мне обращаешься, да? У вас выжили, просто расскажите, как у вас был ваш путь в Украину и как они вас закидывали в исламскую вот цивилизацию, что вы были вынуждены оттуда уехать. Хорошо, сейчас расскажу тогда. Ну, я где-то год назад. А кому рассказывать вот это? Сейчас Хаймарс Хату, да? украинский какой-то спецслужбист, он говорит, Буданов его начальник, он говорит. Но мы ему верим на слово, потому что мы проверять сейчас не будем. Ну, просто расскажите ему. Ага, хорошо, ладно. Ну вот где-то больше года назад я решил поехать в Украину, все здесь оставил. Связался с теми чеченцами, которые там, вот ОБОН, да, которые за Закаевым, по номерам, которые они говорили, по номерам, по которым можно с ними связаться, поехал туда и наткнулся, пока вот все оформление шло, на очень основная масса там есть, там пацаны разговоров нет, которые приехали из Европы.
и с такими, с хорошими намерениями. Но вот люди, которые там, видимо, у руля стоят, эти люди очень поступили, ну, на мой взгляд, точно. Я приехал, увидел людей, которые странные речи ведут, деструктивные, призывают там между собой общаясь, говорят, типа, не стоит воевать здесь за украинцев. Такие речи. Потом снимали меня везде, где только было возможно. И когда я обвинил человека, который это все время снимал, он, скорее всего, работает на ФСБ. Они, короче, между собой сговорились, э, как-то вызвали меня. И, ну, и неожиданно, короче, ударили пистолетом, как его, прикладом пистолета, вывели меня из себя. Я потерял, видимо, сознание или немножко даже и память потерял, потому что я уже, когда в себя пришел, я уже был в ванной комнате. Я не помнил, как я туда попал. Ну так, по мелочи вспоминал. Память так потихоньку ко мне вернулась. И я вспомнил, что произошло. Обратился, написал рапорт самому главному Закаеву о том, что произошло. И потом они вместе собрались, вызвали меня на это типа собрание. И там обвинили, что я типа по беспределу обвиняю ОБОН в том, что у них нету никакого, как это называется, ни устава, ни порядка никакого. И мне сказали, или я с ними остаюсь и делаю, выполняю все их требования, или, или не надо будет уехать. Я принял решение, чтобы уехать. Вернулся обратно во Францию, решил обратно уже непосредственно в иностранный легион написать заявление, чтобы уже не с чеченцами быть, а вернуться уже быть там в составе иностранного легиона на территории Украины. Но они мне все, как его, палки в колеса поставили. Потом я увидел как-то здесь на YouTube они ведут канал, что они опять зазывают пацанов, и выступал вот этот парень, которого я обвинил он засланный. И выступил вот вот на этом канале с интервью, чтобы немножко обличить и показать тем чеченцам, которые собираются туда поехать и к ним присоединиться, что не все так там гладко. После этого, спустя несколько месяцев, со мной на днях вышел человек, как он вот пишет в своих сообщениях, под вымышленным именем, который работает на спецслужбы украинские, что у него типа он теперь ведет мой кейс после того интервью, и что типа угрожает там, что времени типа мало, что у них на ошибку шансов, ну, короче, времени мало, и ошибки они совершить не могут. Сына моего тут упоминает, что я должен сына своего достойно воспитывать, что если я не хочу проблем с французскими властями, мне лучше замолчать и не критиковать их действия. Ну и вот так, вот у меня такая история. И для меня уже А очевидно, они можно просто вопрос? еще... А фамилия есть у этого человека? У какого человека? Ну, который, как бы, по вашему подозрению, Ну есть... да, есть, да, конечно, да, есть А у него какая? фамилия. Какая? Ну я вас не знаю, как я могу вам фамилию человека называть, вас не знаю. Вот Что посмотрите значит? там в моих выступлениях, вот я Где интервью давал, посмотреть?
Я называл имена, я называл позывные. Я думаю, должно быть достаточно. Там таких историй тысячи, Хаймерс Хаттл. Таких Где вот, можно как он, посмотреть тысячи. ваше интервью? На этом канале одноименном в YouTube можете все посмотреть. На вашем канале? Хорошо. Также в этом канале, Телеграме, все ссылки есть. Просто первые интервью уже сегодня. Потому что этому парню, который с вами говорит, этот человек отсидел более 17-15 лет в русских застенках за то, что воевал в Чечне. Его осудили на долгие сроки, почти смертный приговор был. Парень был вынужден подписать некоторые документы, чтобы просто выйти оттуда и уехать из своей родной Чешской Республики, в которую он практически не доехал. Потом, все-таки решив пойти защитить свою честь за то, что за попранные права чеченской нации, за своих товарищей, которые погибли на войне, он поехал в Украину и попал туда, в русскую западню, которая организовала там украинская ГРУ, создавая эти банды, русские православные мусульманские отряды, бородачей. И вот вся история. Таких тысячи, как он. Потом все данные его все данные сейчас у украинских спецслужб. Ему все дороги закрыты в Украину. Его даже в иностранный легион украинских вооруженных сил дорогу они закрыли. И потом с ним выходят на связь буквально неделю там назад какой-то спецслужбист с Украины по кодовым названием Алексей. И угрозы ему предъявляет, говоря: молчи, не говори правду. Это наши бойцы, ичкерийцы, мусульмане, мы их защищаем, мы за них работаем, мы им создаем условия на территории Украины. Угрожает его домашним, его сыну, ему, грозится тем, что выдаст какую-то информацию, неизвестно какую, украинским спецслужбам, тем спецслужбам страны, той страны, в которой он находится. Вот и вся Украина. Мы же это все знаем. Вы просто это, вы же все это прекрасно знаете. Зачем вы сейчас обвиняете за геноцидный чеченский народ? Ваш враг Россия. Все ваши взоры, вся ваша энергия, все ваши вооруженные силы, все ваши спецслужбы должны бороться со всем этим злом в любой его форме. Религиозной, идеологической, пропагандистской, батальонах вот этих, которые у вас там создаются, религиозным. Не играйте с религией, вы проиграете. Россия очень имеет богатый опыт манипуляции религиозным фактором. Вы проиграете в этой борьбе с Россией. Вычленяйте этих исламистов с вашей территории. Дайте этому шариату установиться на территории России. В московском вот этом каганате, ханстве. Пускай у них на болотах этот шариат распространяется. Не надо гнобить чеченцев. Оставьте их в покое. Если они попадают вам в плен, это русские военнослужащие. Они туда по своему желанию не приезжают. Вы не видите, что они даже по-русски говорить не умеют. Они не образованы. Это то поколение, которое выросло на войне по 20-25 лет. Вы понимаете, вот мы что вам говорим. Мы не предъявляем вам никаких претензий за то, что вы чеченцев вылавливаете, которые приходят в российской форме, русской оккупационной армии. Мы наоборот говорим, это ваши враги и наши враги. Но не надо трогать чеченскую нацию. Оставьте чеченскую нацию. Чеченская нация под оккупацией находится. Нас преследуют по всему миру. Мы не дадим. Нас Россия не может победить. Вы что, хотите нас загнобить, что ли? Вы. Украина никогда не сможет сломить чеченский дух. Россия со всем своим потенциалом ядерным, международными структурами, которых они занимаются подрывом нашего имиджа, не могут справиться с нами. Вы что, хотите еще себе врагов нажить в лице чеченцев, что ли? Вам это надо? Оставьте нас в покое, мы вам говорим просто. Нас оставьте в покое. У нас свои проблемы с Россией, у вас проблемы с Россией, с русскими. Если вы хотите, мы вам помогаем. Не хотите, оставьте нас в покое, мы говорим, и все. Занимайтесь своими русскими. Это же ваши братья до сегодняшнего дня. Мы же одни братья, вы же все славяне. Тогда вот разбирайтесь с ними, нас не трогайте, не вмешивайте в ваши разборки нас. Забирайте всех этих русских агентов из числа этнических чеченцев. Себе, если вам надо, и в России. Но оставьте чеченскую нацию. Покоя. У нас проблемы с Россией, мы с ней разбираемся и разберемся. Вот что мы хотим вам сказать. Говорите, мы вас слушаем. Не знаю, почему вы так вот на базе только двоих этих Карпенкиевых и Золкиных вы делаете вывод, что все украинцы против
народа. Обвиняем Украину. Вот видите, обратно вы сейчас как бы обобщать всего. Украину мы поддерживаем, еще раз мы говорим. Украину мы поддерживаем и будем поддерживать, даже если вы будете нам запрещать вас поддерживать, потому что мы порядочные, благородные люди. Мы знаем, где добро, а где зло. Ни один мерзавец не имеет права ни ногой с оружием вступать на суверенную украинскую территорию. Даже если вы не будете себя поддерживать, мы будем поддерживать Украину. Понимаете, в чем дело? Мы такие, мы люди чести. Для нас честь важна. Украина – это незыблемо. Слава Украине! Героям слава! Понимаете Героям это? слава. Вот, Конечно. Украину мы поддерживаем. Но Русь, ваших мерзавцев, не ваших, а этих русских мерзавцев, перхоть вот эту вот под русскую, которые там работают, вот, ФСБшно, мы им говорим, вы мерзавцы, мы им говорим, не пользуйтесь украинским информационным полем, чтобы закидывать русские тези. Вот что мы говорим. Мы больше ничего никому не говорим. Причем тут Украина, причем тут украинцы? Мы вас поддерживаем, украинцев, нормальных, здравомыслящих. Украину как государство поддерживаем. Мы всех поддерживаем, нормальных, здравомыслящих людей. Мы ни с кем не воюем, ни с кем не враждуем, никому никаких претензий не предъявляем. Мы просто говорим правду, как она есть. Где черное, мы говорим черное, где белое, мы говорим белое. Вот и все. Слушаем, говорите, мы вас слушаем. Слушай, я просто, понимаете, для меня, ну, вообще просто вы Буданова приписали туда, куда я даже, я не могу вам ничего ответить. Ермак, Андрей Ермак, который ходит тенью за вашим президентом, который выбрало большинство украинского народа, за то, что он обещал, что не будет войны. Ермак, Андрей Ермак, все его родственники, он бывший депутат партии регионов. Понимаете? Кравчука, потом Януковича. Вся его семья живет в России. Сырского семья живет в России. У вас власть пронизана русскими ФСБшными, КГБшными агентами. Понимаете вы? Мы это все знаем. Мы знаем это, но мы же молчим. Мы же не кричим на весь мир. Потому что ВСУ, Збройные силы Украины, все те хлопцы, гарные казаки, козаки украинские, они за свою родину кровью платят, ошметками своими, частями тела. Мы это все знаем, поэтому молчим, ничего не говорим, мы поддерживаем ЗСУ. А вся вот эта вот перхоть вокруг ядра ЗСУ, это все перхоть. Поэтому и Залужного убрали, потому что это настоящий, боевой, честный, принципиальный генерал. У вас там вся власть продажна. Вы что думаете, мы не знаем, что ли? Мы все знаем. Мы просто ничего не говорим, мы просто смотрим и слушаем, делаем выводы. И поддерживаем Украину, украинскую нацию мы поддерживаем, а не вашу подлую мерзкую власть продажную. Вот что мы вам говорим. Я закончил, говорите. Смотрите, Залужного убрали, есть ряд причин для того, чтобы его убрать. И поверьте мне, что я с этим согласен. Понимаете? Я еще хуже, я вам скажу. Вы говорите, там у Ермака какие-то родственники, там у Сырского и тому подобное. Ну, давайте на себе пример приведу. Я украинец, с оккупированной части Украины. 10 лет больше не живу дома, не имею права. Почему? Потому что оккуповано. Але при этом у меня есть родная сестра, которая сделала выбор в пользу России, в пользу Путина и тому подобное. Так я тогда что, тоже не имею права представлять Украину, что ли? Если она, допустим, топит за Россию. Да, она мне больше не сестра. Мы давно это решили. Так у меня что, пропало право, как это сказать, быть сегодня украинцем, защищать свою страну? Я так не думаю. Так же самое давайте возьмем Ваше за личное Сырского. семейное право. Мы в личные семейные разборки не влезаем. Вы разбираетесь правильно. со своей семьей Нет, сами. так а вы, подождите, а вы говорите, у Сырского, значит, там все родственники живут, значит, в России. Он что, не имеет права быть генералом, украинским генералом? Дело не в том, что он имеет или не имеет. Мы знаем всю подноготную, мы же хотим донести до вас. Нам не интересны ваши внутрисемейные разборки. У нас дело чести и принципа. Есть Украина, есть Россия. Это не частный вопрос какого-то Хаймерса в хату с его сестрой. Здесь государство. Столкнулись нации, две цивилизации. Два видения мира. Добро, зло. Империя, свобода. Понимаете, колония и деколонизация. Вас хотят снова загнать в рабство. Причем тут вы и ваша сестра
Сырский, мы говорим, что мы знаем, мы говорим, но мы все-таки понимаем, мы хотим донести. А вы нас все туда хотите ввести, какие-то внутренние украинские разборки. Это ваши разборки, разбирайтесь сами. Мы поддерживаем украинскую нацию и государственность украинскую, а также украинскую мову. Сбройные силы Украины мы поддерживаем. Россию мы не поддерживаем и ведем против нее борьбу. Мы говорим, что они, русские, нас убили, что они имперцы. Мы вас предупреждаем, что они вас тоже будут убивать до последнего украинца. Что вы еще хотите от нас? У нас нет никаких сил. Ни финансовых, ни людских ресурсов, ни технических, ни интеллектуальных. Нас убили. 450 тысяч населения. Просто уничтожили. 75, потом до 80 тысяч сидят в тюрьмах на долгих сроках незаконных. Незаконных, вообще никаких законов они не применяют, посадили этих людей. На смерть посадили. Понимаете? Пожизненные сроки. И из них около 60-70 тысяч детей они уничтожили. Остальные коллеги там остались, ноги на минах поотрывало противопехотных. Понимаете? Ваша Донецкая область и то больше, чем Чечня. В вашем Донецке там миллион был, да? Год населения у вас было. У нас в Чечне всего 1 200 000 было. Вы что хотите от чеченцев? Я не понимаю. Какие могут быть претензии к чеченцам? 35 лет нас убивали. За счет того, что убивали нас, Украина могла строить свое суверенное независимое государство. Так же, как Грузия, так же, как Казахстан. 3 балтийские страны, воспользуясь моментом, сразу шли в НАТО. Вы же занимались чем? Перепродажей газом, братскими отношениями с Россией вы строили. Ну, разобьелитесь сами с этой Россией уже. Не надо туда втыкать чеченцев. Мы же вам говорим, мы вам поддержку даем, любую. Ну просто нас оставьте в покое. Мы вообще ни при чем. Мы вообще никаким боком к Украине ни к России не относимся. Мы только говорим за добро. Если Украина является жертвой, мы говорим, это жертва, мы ее поддерживаем. Если Россия это насильник, маньяк, убийца, военный преступник, международный террорист, мы говорим, Россия бандит, международный военный преступник, террорист, государство террорист, мы говорим. Что еще нужно? Я не понимаю, как вам еще донести эту мысль? Есть тут участники, которые хотят тоже, видать, задать вопрос или еще чего-то. Я смотрю, руки поднимают. Я хочу задать. Да, задавайте. У меня вопрос такой, с небольшим этим, там, предисловием. Вот Русня, скажем так, ведет войну против Украины, и в основном украинцы страдают от того, что их обстреливают артиллерией, то есть закидывают бомбами, там, установками «Град», «Ураган», С-300, ракетами. То есть на Украине, кроме ядерного оружия, русские применяют весь этот спектр. И вот эта война, она технологическая война. То есть ракеты туда, ракеты сюда, снаряды, авиация, бомбы. То есть каких-то там стрелковых боев, перестрелок с автоматами героических, они очень большая редкость. Ну, относительно по сравнению с этим. То есть все там погибают от осколков, от бомб, от мин, там, всяких, от FPV-дронов. 90 тысяч русских солдат, говорят, убито чисто просто от FPV-дронов. То есть войну ведут люди, которые обладают всем этим снаряжением. И вот там появляется какой-то Лапти Аладдина, это обычный каратель, коллаборант, вооруженный вот этими автоматами, за ним там человек 20-30 бегает, он где-то там туда-сюда перемещается, у него нету ни установок «Град», ни артиллерии, ни бомб, он не командует авиацией российской. Вообще он там, я думаю, он даже одного украинца даже не ранил. Не потому, что он там хороший, короче, а просто потому, что у него для этого нет возможности в этой войне. Это чисто каратель. Но при этом российская пропаганда по телевизору показывает его как лицо этой войны. То есть всему миру. Весь мир думает, что войну ведет не вот эти русские генералы, которые бомбами украинцы, их детей, женщин убивают. Не вот этот изобретатель гибридной войны Герасимов, там, не какие-то эти, там, не знаю, по какой национальности, потому что там, в российской армии вот этих офицеров там есть осетинные офицеры, там есть армяне офицеры, чеченских там, наверное, сгулькин нос. То есть вот их вообще не показывают. Всему миру Россия демонстрирует
какого-то Лапти Аладдинова в качестве лица войны. То есть он ведет эту войну вместо Герасима. В медийном пространстве. До того он так уже разошелся, даже Папа Римский думает, что войну ведут чеченцы и Путин. А русские срочники – это такие жертвы этого, которые, оказывается, сзади пинками там подгоняют, там, отнимают у них что-то. Не дают им хорошо украинцев убивать, вот эти проклятые эти кадыровцы, мешают русским контрактникам или срочникам хорошо убивать украинцев. И сами не воюют, сволочи, не хотят украинцев убегать, бегают там где-то сзади, тиктоки снимают. То есть я отлично понимаю, почему российская пропаганда показывает лицо войны чеченца и Кадырова, чтобы потом на них все спихнуть. Ну, сказать, Путин виноват и Кадыров. Ну, еще и до кучи этот Лапти Аладдинова. А русские, они хорошие, они братья славяне. То есть, и на это все картинка транслируется на мир. Я, как нормальный человек, который понимает, что такое пропаганда, потому что Русня 30 лет на эту пропаганду на мне отрабатывала. Пока я тут в Европе скричал «Слава Украине» еще в 2014 году, а украинцы шарахались. То есть не надо это там. Мы не хотим с ними воевать. Я им говорю, вам придется, они хотят с вами воевать. Теперь у меня вопрос. Почему украинская пропаганда, в которой вроде бы должны быть нормально здравомыслящие люди найтись, которые эту вот российский нарратив поддерживают. И тоже начали рекламировать этого Лапти Аладдинова, Кадырова, и все показывают. И то, что и в украинском сегменте тоже получается, что войну ведет не Герасимов там, а вот этот Лапти Аладдинов со своими лаптями и десятками этих приближенных. Его тоже показывают. И вот этот Золкин и Карпенко, они ведут то же самое. То есть тоже показывают, там, не Осетин показывают или еще кого-то там, показывают вот этих чеченцев. Как бы подпевают. Вот это делает проблему этого всего. По логике чеченцев вообще не должны были вообще не замечать. Они там вообще не при делах, ни при каких. Чисто потому, что нету там чеченских артиллеристов, нету там чеченских вот этих градометчиков, нету там летчиков чеченских. То есть они украинцев вообще, я думаю, не видят даже в этой войне. Но при этом они лицо войны. И с украинской, и с российской стороны. Тесла, иди попей водички, пожалуйста. Ты уже хрипишь и не можешь разговаривать. У тебя сильно долгие спичи, слушай. Не подожди, ну нельзя так долго говорить. Ну нельзя так долго говорить. Ты вопрос задал и сам на него отвечаешь. Подожди. Закройте ему микрофон. В смысле закройте? Говорили, что никому не буду закрывать микрофон. Закройте микрофон. Я не знаю, что это говорит, я не понял. Да пыльца говорит, ты что, смотреть не можешь видеть, что Подожди, пыльца. Да сколько можно ждать? Он говорит уже 10 минут. Сколько я буду тебя мочить, сколько можно. Потому что правда, она неприятная. Да какая правда, о чем ты? Вопрос задай и закрой. Пыльца, успокойтесь, надо один слово, подождите. Да слушайте, я понимаю, зачем русским это нужно. Им нужно сделать чеченцев соучастниками. Они ненавидят нас. Они больше, чем украинцев, ненавидят нас. Неважно, кадыровцы, не кадыровцы. Главное, чеченцы, они ненавидят. Зачем им это нужно, я понимаю. Зачем это нужно, вопрос теперь, зачем это нужно Карпенко и украинскому медиа, которые это тоже рекламируют? Зачем они рекламируют Лапти Аладдинова? Они вообще его упор не должны были замечать. Они Герасимова должны были показывать. Тесла, вы закончили? Это вопрос ко мне был? Да, вопрос. Я могу отвечать, я вам расскажу. Пыльце дадим слово Да. тоже. После Хаймеса, пускай пыльца выступит. Так вот я... Вот. Что я, в общем, хотел сказать. Сколько интервью, вот вопрос. У меня, не знаю, канал или Тесли, неважно. Пускай любой отвечает. Сколько интервью на канале Золкина с чеченцами и Димы? Так, вы конкретно, что это что за вопрос вообще такой? Какой-то вообще непонятный. Что вам нужно вообще конкретно? У меня вопрос конкретный. Сколько интервью с чеченцами
с кадыровцами, ладно, как вы их называете. Сколько... Плевать нам на... Я отвечаю, все я понял. Да, плевать мне на Золкина и тех чеченцев, и тех, кого вы говорите, и всех тех, кого они показывают. Мы вам говорим, это русские вооруженные бандиты, международные террористы. Зачем вы, вот вы, пыльца, я вам говорю, им-то понятно, это русские агенты. Вы видели, как они русские, прорусские митинги создавали в Украине, проплаченные? Золкин, ваш и друг Карпенко, два лжепророка. Да, Слушайте, которые против национал-патриотов Украины в 2014 году стояли напротив. А вот им это надо, потому что у них работа такая. А вот вам зачем? Алло, Вени, вам Види, зачем Вичи, у вас враг что? Россия слушай или меня, чеченцы? слушай Кто на вас меня, напал? алло. Вопрос я вам задаю. На вас кто напал? Чеченцы или Россия? Россия На или нас, Чечня на нас, смотри, я отвечаю на твой вопрос, хотя ты не ответил на мой. Отвечаю, на нас Я напали. ответил, подожди. Я ответил, ты пробросы не делай здесь. Я сказал, что эти все так называемые этнически чеченоговорящие чеченцы являются международными военными преступниками, российскими, русскими военнослужащими. Даже если их насильно Россия туда закидывает, они таковыми являются в глазах международного сообщества. Я ответил на вопрос. Теперь я вам задаю вопрос. И вы также четко мне ответьте, пожалуйста. Зачем вам делать из чеченцев врагов? На вас кто напал? Независимая суверенная Чечня или Российская Федерация, называемая международным сообществом российским террористическим образованием? Вот вопрос, вот ответьте мне на этот вопрос конкретно. Кто на вас напал? Вот, смотрите, конкретно отвечаю на свой вопрос. В интервью у Золкина очень много с русскими. Вопрос. Подождите, вы тут не надо это забрать. Я вам задал вопрос, я ответил на ваш вопрос, конкретно, четко ответил. Вам задали вопрос, на вас кто напал? Россия, как российское международное образование, террористическое государство, или Чечня, независимая, суверенная, кто на вас напал? Вам вопрос, определитесь со своим врагом. Вопрос-ответ, а потом уже будете говорить. Говорите. Слушай, а кто первый вопрос задал, я или ты? Я вам ответил, вы что, не слышите? А ты Россия можешь... в какой-то форме, она не была, напала, любые этнические единицы, которые в русских оккупационных войсках к вам зашли на территорию, они являются международными военными преступниками, террористами, потому что они представляют Россию. Я вам отвечал уже 5-й раз. Я вам потом задаю вопрос. Вы можете сказать, кто на вас напал? Независимая суверенная Чечня или российская террористическая образование? Просто очень простой вопрос, и на него нужен простой ответ. Кто на вас напал? Я слушаю вас. Слушай, смотри, вчера вы, когда пришли к нам в чат, вас никто не закрывал. Не был. Вы говорили... Да не пизди ты, заебал, ты больше пиздишь на... Я вчера не был, мерзавец ты, подлая перхоть ты русская. Подожди, скотина ты уже. Я вчера вас не был, я сегодня зашел, мне сразу микрофон выключили. Ты что тут сидишь? Ты что, может, народился пробрасывать? Скотина ты конченая, подрусская, шваль. Видите, как он отвечает. Я ему 5 раз ответил на его вопрос, четко, ясно, коротко. Я ему перезадал вопрос, а это скотина подрусская, перхоть. Здесь будете сейчас заниматься пробросами своими, подрусскими, золкинскими, карпенскими и ФСБшными. Вот вы слышите это все? Давайте, кто хочет, говорите. Эти Хаммер с хату. Вы же слышите, вот ваш. Это тот человек, который вас представляет как украинцев. Я ему 5 раз ответил на его вопрос. Четко, коротко, ясно. Он ни один раз не захотел вот именно объективно поговорить. Вот такие вот у вас друзья украинцы. Говорите, Хаммер, вам слово. Смотрите, мы четко знаем, кто на нас напал. И еще больше, я вам скажу, почему сегодня мы видим в средствах массовой информации, кроме, Саня, допустим, как вы говорите, там этого Герасимова, видим Лавка Лудинова и тому подобное. Да. Саня, дивись, а ти чуєш, в чому прикол? Він не відповідає, скільки інтерв'ю з русскими і скільки з чеченцями. Писали, що нікого не будуть закривати. Прикол в тому, що вчора їм всім давали слово. Всі говорили абсолютно, що хотіли. Їх ніхто не перебивав, і всі вони говорили, що хотіли. І ми відповідали на їхні питання. А сьогодні ми прийшли до них, а вони тут починають розказувати і закривають мікрофони і не відповідають на прості питання. Сань, тут нема що робити. Тут просто промиті, вони сидять, чеченці, і все. Я чеченец, я лично. Да, слушай,
Пускай говорит, пускай говорит, смотри, что говорил. Вот смотри, полиция, видишь, тебе дают слово здесь, тебе дают говорить, хотя ты пробрасываешь. Да ты меня закрывал только что 10 раз. Ты не ответил на мой вопрос. Говори, давай, пробросы свои, Карпенковский, я тебя слушаю, давай, говори. Слушай, у меня к тебе вопрос. Сколько интервью с чеченцами или с кадыровцами на канале Золкина и Карпенко? Но ты так и не ответил на вопрос, кто на вас напал. А я первый задал тебе вопрос. Ты ответь на мой вопрос. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Да, на вас. Да, это ты меня слышишь? Да, подожди, вот видишь, переводишь споры. Ты слышишь? Я тебе отвечаю еще раз на твой вопрос. Ты вообще умеешь вообще? Давай, сколько интервью с чеченцами на канале Дмитрия и Золкина? Ну так иди нахуй, долбоеб ты ебаный, блядь. Иди нахуй. Этот человек представляет украинцев. Этот человек представляет украинцев. А я тебе отвечу на твой вопрос, если ты не хочешь отвечать на мой вопрос. Слушай сюда, придурок. На нас напала Россия. На нас напала Россия. На нас напала Россия. Ты слушаешь меня? Русская ФСБшная шваль. И при этом я говорю, что на нас напала Россия, и я теперь русская ФСБшная шваль? Русская перхоть. На нас напала Россия с чеченцами, с бурятами, нахуй, с этими... Ты шнырь, говори дальше, я слушаю. На нас напала Россия. На нас напала Россия. На нас напала Россия. Я тебя слушаю, говоришь ты. Русская православная перхоть. А почему я русская православная перхоть? А почему я русская православная? Русская шваль. Говори, я тебя слушаю. Вот чеченцы. Слушайте, кого вы... Вот чеченцы, слушайте, кого вы слушаете, за кем вы следуете. Он не отвечает на вопросы простые. Ты конченый. Так я тебе сказал уже 10 раз, напала Россия. Вопрос, ответ, я тебе задаю вопрос. На тебя кто напал? Россия или независимая суверенная Чечня? Еще раз я тебе задаю вопрос. Русская ты шваль. Отвечай мне. Отвечаю. На нас напала Россия. Ты слышал? Причем тут чеченцы тебе говорят тогда? Блять! Причем чеченцы, а как они в плен попали? Чеченцы являются русскими военнослужащими, международными военными террористами. А Чечня в составе России? А при чем тут чеченцы? Независимое суверенное государство, которое является оккупированным. Чечня в составе России? Ты гнида ты конченая. Ты что тут воняешь? Ты хоть знаешь, что ты говоришь? Гнида ты конченая. Да мне похуй, кто ты. Я пачками гонял, ты шваль, ты конченая. Слушай, а ты во Франции, да? Да давай шнырь отсюда, говори. А ты во Франции? Давай дальше. Ты во Франции сидишь? Я у тебя в Украине сижу сейчас, ради тебя я. А ну покажи оператор, какой у тебя мобильной связи. Скажи, где был твой город в Украине? Я готов приехать. Покажи, какой... Я буду вводить на чистую воду. Да ты пидор, какой в Украине? Ты во Франции сейчас сидишь. Давай, русский православный шнырь. Ты во Франции, блядь. Где ты находишься, перхоть, я тебе говорю. Сань, я думаю, ти зрозумів, що тут нехер чого ловити. Тут, блядь, сидить один долбойоб, ну, блядь. Между собой говорят. Он сейчас за украинцев выдает. Да ты гнида, ты русская, ты не украинец. Слушай, а по-чеченски можешь поговорить? Ты никогда не был и не будешь. Ты гнида подрусская, из тебя прет русский духом, понимаешь? Через телеграм воняешь ты. А по-чеченски можешь говорить? А можешь по-чеченски говорить? О, так ты еще по-чеченски не умеешь разговаривать. В твоем вонючем, поганом русском языке тебе объясняю, что ты русская. Сань, поняв, прикол, він по-чеченськи не вміє говорити, блядь. Оце чеченець, який не вміє по-чеченськи говорити, я в шоці, блядь. По-чеченськи скажи мне что-нибудь. Что ты говоришь, працюешь ты там, что ты говоришь, ты еще за украинцев выдаешь, да, что ты падать кончено. Ты никакой ты не украинец, ты ФСБшная мразота, вот ты кто. Вот, видите, чеченцы. Позови его сюда, вы следуете за тем, кто даже по-чеченски не умеет разговаривать. Говорит, с падалью и с перхотью русской подхолопной. Я лучше с твоим куратором Карпенко буду, где это шнырь? Лжеапостол, позови этого Золкина и шныря своего Карпенко. Давай сюда мне, зови, я поговорю с ним.
А вы заходите к нам в чат, сейчас там поговорим. Меня заблокировали, я только что зашел на минуту, а вчера меня там нет. Меня на минуту зашел, вы шакалы под-русские, вы меня заблокировали навсегда. Неправда? Правда. Нет. Правда. А ну, как твой ник сейчас посмотри. Правда, я тебе говорю, меня заблокировали. Ник свой говори. Падаль. Ник свой говори, Падаль, сейчас ты, посмотрим. а Или ты пиздюк простой, если ты не скажешь Ты сейчас падаль, свой ты ник. вот давай, матерись, я тебе вот таких вот, как ты, шнырял уже на чистую воду. Это моя работа, профессиональная деятельность. Понял ты? Давай, говори. Ты понял, в чем высокую прикол? культуру, русскую высокую культуру, високорусский, високоодухотворенный русский. Я можу з тобою розмовляти українською, якщо тебе це влаштовує. Ты на украинском не можешь размовлять не со мной. Ты не можешь. А Ты не чому разумеешь я не украинскую можу мову. розмовляти з Ты тобою шныр українською русский, вот мовою? ты кто. Тебе на украинском не надо говорить. Ты не должен марать своим Чуєш, поганым придурку? языком прекрасную украинскую Чуєш, мову. Которые псевдочечен? пели песни такие великолепные. О, я Про знаю, русский, що я про зараз маму, роблю. про все. О, дивись, прикол. Да, Я зараз вот ты виключив кто. звук для себе. Русская, возьмите я Я не падаю. чую, що ти там кричиш, блядь. Але саме прикол в тому, що, Чую. блядь, Я не чую, я ти шукаю, я не псевдочеченець, от чую. справжній Прошу, два псевдочеченець. Бо слова на ти українському. зараз, я тебе Давай хочу дальше, навіть я просто слухаю. поговорити зі мною чеченською, сказати щось чеченською. Ти не Шнель. говориш нічого. Шнель. Ти мене обзиваєш видите, вот шнирем смотри. русским. Напишите, вот смотрите, вот Хаймерс, вот видите, вот это представитель как бы так называемой Украины, вот русская мразь, мразота зашла сюда и превращает в богадельню, вот просто превратил наш вот этот сегодняшний прямой эфир в русскую, православную, рабскую богадельню. Вот это весь русский мир, от него прет русским духом. И вы хотите сказать, что он украинец? И он защищает украинскую государство, украинские ценности? Это он украинец? Я украинцев каждый день вижу. Вот такую перхоть, они сами поджопниками гоняют, говорят, что это русская шваль. Вот и вся суть. Вот видите, это правда. Говорите, Хаймерс, вам слово. Знаете, я вас, наверное, разочарую. И знаете, чем я вас разочарую? Я вас разочарую тем, что вот сейчас я слушал ваш диалог с оппонентом, и мне так показалось, знаете, что вы боитесь тоже отвечать на вопросы, поставленные вам неудобно. А ведь он на самом деле спросил у вас, знаете, не больше и не меньше. Сколько вы увидели случаев интервью, значит, у того же Золкина или у Карпенко? Вы не ответили. Вы начали говорить по своему написанному или заученному тексту. Мы и без вас знаем, что происходит. Понимаете? Но от нас вы требуете четкого ответа. И мы стараемся, значит, отвечать, как оно есть. Еще больше я вам скажу так. Понимаете, для вас я так себе сделал вывод. Все те, которые отвечают не так, как вам угодно, сразу автоматически попадают под русских пидорасов. Да нет, шановный, уважаемый, это не так. Вы ошибаетесь. У нас в нашем государстве свобода слова и демократия. Мы можем говорить так, как мы захочем. Это, знаете, нас, наверное, всех отличает от вас всех. Почему? Потому что, опять же таки, я, может быть, повторяюсь, но еще раз повторюсь. Поймите правильно, мы не ставим претензии сегодня всем чеченцам, чеченскому народу в целом. Мы сегодня говорим о том, что в плен попадают люди, да, они граждане Российской Федерации, вы правильно говорите, они преступники, военные преступники Российской Федерации. И тут я с вами соглашаюсь. Но когда мы говорим про этническую принадлежность этого человека, мы не можем на него сказать, что он русский, потому что он, так сталось, в природе родился чеченцем, понимаете? И вы не думаете, что мы, когда говорим, что вот там на интервью сидит чеченец, мы в общем говорим, что чеченцы плохие. Поверьте, я никогда не слышал такого, чтобы мы, украинцы, гнали, ну вот просто пургу тупо, как мы сейчас там, допустим, вот для меня все русские это пидорасы.
И кто бы там чего ни говорил, я могу 1001 пример привести, почему они пидорасы. Понимаешь? Но мы никогда не сказали, что если вот этот чеченец попал в плен, а он попал не просто так туда, он взял в руки оружие и пришел нас убивать. Он попал в плен. Он убийца, он террорист, он гражданин России. Но этнически, вот вы хоть тут застрелитесь, он принадлежит чеченскому народу. Вам должно быть, ну, как минимум, мне так кажется, стыдно быть за них. А вы отказываетесь от них и предлагаете мне сегодня, украинцу, взять их себе и засунуть еще куда там в жопу. Я вам скажу, не такой большой уж и пердак у меня, блядь, понимаете? Не залезут они мне туда. Да и нахуй они мне там не нужны. Но так вот сталось. Понимаете? Я знаю точно, на меня напала Россия. Но в составе этой России есть буряты, есть татары и есть, к сожалению, чеченцы, от которых вы отказываетесь. Но если вам так угодно и вас это успокаивает, я не против, понимаете? Вы закончили? Закончили? Вы закончили или нет? Не слышно, вы закончили? Просто скажите, вы Я закончили вам или говорю, нет? я не Просто знаю, может у вас тут так не принято, может... Нет, вы закончили свою вот эту вот мысль вообще, все, что хотели сказать? Потому что вы не говорили, что вам затыкают рты и микрофоны выключают. Вы закончили, просто вы можете сказать, я закончу свою мысль, я все высказал. Можно вы говорите, но вас не слышно. Хорошо. Вот по поводу того, что вы сказали, вы не такие, как мы. Мы точно не такие, как вы, потому что вы рабы. Были им, вот именно вот вы такие вот, как вы, и вот как ваш друг Пыльца, и все вот эти вот на канале Золкина. Вы были рабами Русни и будете рабами Русни. А всех этих чеченцев, так называемых, которых вы говорите этнические, которые типа вас пришли убивать по своей воле, но которых насильно Россия вам закидывает, засуньте еще раз, я вам говорю, себе в задницу, даже если у вас пердак не такой большой, потому что вы подхолопная русская шваль. И на этом с вами разговор окончен. И говорить нам с вами не о чем, потому что вы рабы. До свидания. Давайте, бывайте. Все, на этом прямой эфир с вами закончен. Это все выставится на все информационные площадки. Пусть украинцы видят, кто их представляет, как их защищает и кто говорит от их имени и с кем и когда. Давайте, бывайте. Русская подхолопная Махва, Дахма Бил, Шутявый, Дайер Зер, Вейцецени, Мядух, Дицер, Харгаски, Лей Шорш. Я чохка цели Шейлей Амали, Шейгаски, Шделдул. Омар цени Шейболдаш, Буш, Ишнисо, Дехач, Рекш, Бац, Яхач, Лукш, Бац, Яхочер, Метка, Бац. Шунда Шунгуштук, Эшки Мажушин, Шубусал Диндуича, Шунтя Дечка, Вахшадия, Сия Раскаш, Дезек, Деш, Раскаш, Болдеш, Болхаргаски, Лейш, Раски, Амаля, Беш, от Украин, Аур, Раски, Аур. Шундела, Шейнохши Хумлардия, Шей Адмаллардия, Шейнохши Ком Силардия, Шей Амаллария, и Арбойдин Ададити, и Бусал Бубош, и Хумш Ададити, Шей Нохчи Хумант Яхчокнул Варт, Шашлима Дейт, Адбит и Раскиш, Болдеш Бол, и Украинский, Церь Инарлши, Церь Гури, Церь Шмури, Вейн Üш Яхчун, и Церь Тем Шунгуштуйка, Бючтул, Гуш Ляхча, Новчика, Бяхдяш, Нушунцер. От Украин ау Раскиш Болдешул, и Раски Лейшушун, Харкарпиенка, Шмарпиенкар, Ермакар, и Шамелю, Рабаяц, Сирский, Шмырский, Отец, и Гамаят, и Бусал Диндош, и Аллаху Акбар Бош. Маек, от Раскиш, Тягу, Тохша Ашбушин, Зурзукети, Шмурзукети, Адес Хаях Яшву. От Тягу, Атиша, Синош, Халкмадайт, Нох Чихели, Тей Моста Милухай, Шеш Хан Üш, Ханса Üш Хай, Шей Хумлардеш, Атия, Хуюкацавеш, Шей Гидуармиш, Шей Синош, Пайдахил. Сахи алгом дат шейну чукча вистхл, заза хайла хо истхл кедеш истхл, со эса даязушу. Сам Алгумдат, я просто лишний раз
подтвердились мои опасения насчет украинского народа. Они, чеченцы, находясь как бы между огнями, их объединяют. Они всегда будут вместе против нас. И все тут. И мы, к сожалению, им подали этот, благодаря этим бородам, этому Аллаху Акбар, подали повод, и они не собираются разбираться, ничего им не важно, мы их объединяем. На нашем горбу они объединятся. Совершенно верно. Так, здесь был этот вот парень, я его 2 раза как бы перебил, но я чеченец, тут это не вопрос, я чеченец или ты чеченец. Я могу ему включить микрофон, но я его, к сожалению, не вижу. Руку поднимайте, кто хочет. Просто последнее слово дадим нашим слушателям, потому что бессмысленные дебаты. Это русские православные агенты, там ФСБшные сидят. С ними бесполезно, с ними ни правды, ни истины не добьешься, потому что у них цель очернить. Они не стараются докопаться ни до истины, ни понять происходящие процессы, ни защитить интересы Украины, ни познать, что происходит, почему на них напала Россия, что с ними делает Россия, как она их убивает. Вся вот эта вот русская, пронизанная вот эта украинская власть, их спецслужбы вот этим русским агентам, они полностью работают, выполняют приказ Русни, и как мы видим, у них это все-таки неплохо получается. Но мы будем, конечно же, тоже работать по нашему кейсу, по нашему направлению. И их вот эти вот закидушки русские, они не пройдут. Это 100% гарантия. Так, ладно, этот парень... Легко быть борцами за свободу, когда весь мир на твоей стороне. Посмотрела бы я на них, если бы они были как вот в наши 2 войны. Да. Борцы за свободу, они такие смелые, потому что весь мир с ними. Никто не могут их победить. Да, дело не в них, даже вот этих мерзавцев русских, вот этих агентов. А украинцы-то там ни при чем, нормальные ребята там все, и женщины, и мужчины. Но на чеченском горбу, на чеченском горе не надо стараться выиграть. Чеченцы себя в обиду не дадут, не переживайте. Никто никогда, нигде не сможет посягнуть на чеченскую честь и нацию. Даже если нас сегодня убивают, но все мерзавцы, которые на нашей крови занимаются и вот этим устраивают вот эти вот, как говорится, танцы на костях и на крови, вы все мерзавцы ответите по международному праву. Все до единого. Все до единого. Об этом и речи быть не может. Никакого сомнения. Все те, кто сегодня на крови чеченской нации завоевывают себе политические дивиденды, финансовые, экономические, которые выстраивают свою карьерную лестницу в Украине, в России, без разницы. Вы все будете отвечать по международному праву. Вы все военные и международные преступники. Не забывайте об этом, что Чечня сегодня... Лауреат, знаешь, что обидно? Что я не пропустила ни один митинг с украинцами. Я всегда была с ними плечом к плечу. И вот представь, вот агенты, они не агенты, вот я их слушаю, да, и вчера я зашла, их послушала, у меня полностью поменялось мировоззрение. Очень многим украинцам я помогала, даже к себе в дом их впускала. На всех митингах бывала, и донейшн им кидала, и все на белом свете, что можно было. Я так была рада, что вот все-таки вот кто-то победит эту. А сейчас мне на них абсолютно наплевать. Вот абсолютно наплевать мне на них. Пусть там прорусские, не прорусские, даже вот может быть, он и не прорусский, но как он отзывается, у них даже язык не поворачивается, сразу выстрелить, сказать, что Россия на нас напала. Они не могут это выговорить. Мне просто обидно за все, что я сделала ради украинцев. Обидно. Да, они не отвечают на вопрос, когда им задают прямой вопрос, кто на вас напал. Независимая, суверенная Чечня или русское террористическое образование Российская Федерация. Они не могут ответить на простой вопрос. Они все время виляют. Нам это, то, там какие-то буряты, тувинцы. Да плевать на этих бурятов, тувинцев, якутов, украинцев. Причем тут Чечня вообще? Она оккупированная, у нас нет никаких ресурсов. Сидят тут, защищают русских. Нам русские братья, славяне. Да вот вас, славяне, ваши пердаки они размазывают. Он сам говорит, у меня не такой большой пердак, чтобы мне туда засунуть.
Да засуньте ты всю свою Россию себе в пердак. И будешь ходить с этой русней в своем пердаке беспонтовый ты. Руснявый. Гебнюк. Так, ладно, завершаем на этом наш прямой эфир. Кто хочет еще говорите, пожалуйста, у нас очень мало времени. Лехога, включи, он скажет. А где он, Леха, кстати? Здесь я его вижу. И Мика здесь, ее тоже включи. Сейчас, подождите. Так, пожалуйста, включите эту Лехога. Вот Леха прибыл, все. Антитеррор, да. Давайте, мы завершаем эфир. У нас была сегодня очень хорошая дискуссия с так называемыми украинцами в скобках, как говорится, но русскими православными ФСБшными рожами, которые сюда зашли. Ну, русская подхолопная перхоть, я ее так называю, ФСБшная. Так, ладно, давайте, друзья, говорите, мы завершаем наш сегодняшний эфир. Кто хочет, пускай кто-нибудь что-нибудь скажет, мы даем слово. Да, вот сейчас Хаймес обратит руку, сейчас он начнет материться, как обычно, но пускай, ладно, говорит. Так, дорогие друзья, говорите. Можно я скажу вам? Можно я? Потому что я люблю, когда мне много говорят. У меня интернет там был нарушен, потому что повітряна тревога, включается рэб, и я не буду вам пояснять почему, но я вернулся. И слава богу, я услышал все, что я хотел услышать. Так вот, только не закрывайте мне микрофон. Закроет вам микрофон, говорите, вас никто не закрывает. Мы уже поняли, что вы русская подхолопная перхоть. Говорите, вас слушаем. Вы русская подхолопная перхоть, мы вас слушаем, говорите. И не надо украинский флаг туда ставить, а поставьте сразу русский триколор и говорите за русский зов. Вот Z патриот, мы вас слушаем, говорите. Русская православная перхоть. Хаймерс в хату, мы вам даем слово, говорите, никто вас не перебьет. Так все, закройте свой пиздак и слушайте, что я вам буду вот говорить. Русский мир пошел, русский мир. Вот слышите, это русский мир, вот смотрите. Не, вы же вот просто по-другому не понимаете. Вот ни один человек ни одно слово не скажет, но они начинают своим русским духом заполнять все пространство и своим матом русским. Ну давайте, перхоть, говорите. Русская подколотная перхоть. Пожалуйста, говорите. Шнырь. Добро пожаловать, Шнырь, Хаймерс. Хату. Шнырь тоже куратор, золото библиотека. Мы вас слушаем. Русская ФСБшная мразь. Говорите, мы вас слушаем. Давайте, говорите. Так же, блядь, сказать же. Вот теперь я буду говорить. Так вот, еще раз я хочу сказать. Мне кажется, и это мое субъективное мнение, которое сложилось за сколько тут, 20-30 минут мы с вами общались, я вас слушал. И были многие участники, которые говорили, да, но скажу конкретно за вас. Так вот, вы и есть вот тот ФСБшный черт, который говорит сегодня под измененным видом голоса, боится говорить своим настоящим голосом, потому что найдут и оденут на бутылку. Я есть украинец во всех поколениях русские методы, бутылки пошли. Как видим, дорогие слушатели, все, кто нас услышит, это русские ФСБшные. Еще с царских времен методы сажать на кол с Ивана Грозного, бутылки пошли в ход, мат пошел, унижение личности, запугивание. Русская ФСБ сейчас у нас на связи. Говорите, мы вас слушаем. Вот, так вот, смотрите, это у русских. Русский дух пошел. Давай, Иван, говори, мы тебя слушаем. Ваня, давай, Ваня, русский Иван, говори. Это шваль. Я тебя слушаю. Русская шваль. Давай, Шнырь, говори, я тебя слушаю. Позови своих кураторов, Карпенко и Золкина, Залупкина, мы ждем тебя. Давай говори, Шнырь. Ты понял, Шнырь это ты. Сам на бутылке ходишь, русская да, я тебя не слышу, можешь орать сколько хочешь. Шнырь. Все те, которые хотят Шнырь. меня слышать. Я тебе говорю, ты Шнырь, потому что ты Шнырь, по России ничего не говоришь, а сюда заходишь и обсуждаешь каких-то оккупированных чеченцев. Ты Шнырь, ты ФСБшная мразота, понял ты? Русская, потому что я его за живое цепанул. русская, я ему задал конкретные вопросы, на которые твой он, русский сука, дух, ФСБшная, он просто может прет из тебя. Он мне тут рассказывает, что Буданов ты про бутылки, про мат, ты про все говоришь, но ты ни одно слово не сказал про суть вопроса, про проблему. Ты Шнырь был таким, будешь и останешься. Понял ты? Давай, Шнырь, я тебя слушаю. Ты сидишь в Америке, блядь, и рассказываешь про то, что там ты бедный, несчастный в оккупации. А что ты съебался в Америку, а?
А ты нарративы, говоришь, что а я что на ты тебя начал убежал? тут, а Вот, значит, смотрите, русские бочку нарративы. катить. Им Да я мешают слова криво свободные не сказал до чеченцы того в момента, пока Вашингтоне, ты в свой Чикаго, в драконичий рот не Бостоне. открыл. Им У нужны подобающие, бородатые блядь, только чеченцы, чтобы они русской умирали за семье русский вести так мир и кричали диалог. Аллаху Понимаешь? Акбар. Я С тебя двух не сторон, с слышу. Ты можешь там Украины, кричать с сколько хочешь. России. Вот Я им что сейчас нужно. А вещаю для здоровый, правильных нормальный, чеченцев, здравомыслящий, умный, которые мне интеллигентный написали вот чеченец здесь в личке, им сказали, что ты мешает. Вот говно гоняет русское, русский мир. продажное, Слышишь? блядь, Говори, говно. говори. Понимаешь, о Давай, чем я тебе ФСБшная говорю? образута, говори. А теперь можешь закрывать свой никчемный, блядь, стрим и ложиться спать, блядь, спокойно, с честью и выполненным долгом перед русскими пидорастами. Я работаю на А Госдеп, в вам, отличие от граждане тебя, а ты чеченцы, я работаешь вам на скажу, русское ребят, ФСБ, не шнырь ты слушайте конченый. этого ублюдка. Меня Он финансирует вас до Госдеп, хорошего Конгресс и ничего не Сенат США, доведет. понял ты? Понимаете? Свободный мир, а Он ты, мразота вещает русская, такую сиди там херню, и не что вякай, просто на понял, на уши, западный блядь, не цивилизованный налезет. мир. Для Ты него был все те, русским которые рабом, говорят не каким ты так, как ему надо, останешься. А автоматически украинский попадают флаг под убери, потому что ты статус русская мразота. А ФСБшника. Хаммерс Так вот тебе он самый первый Америка ФСБ. больше давать не будет, Это потому как, что ты блядь, ФСБшная понятие мразота, такое, что понял кто ты? говорит, что Вот ты гей кто, это шнырь ты говно, блядь, конченый. а сам, блядь, в жопу Шнырь, ебется. Вот это вот мразота, точно гнида. такое Вот же. весь разговор. Понимаете? Я Задница, закончил. рот, Слава бутылка, чеченскому мать, народу, шнырь свободному. ты. Только не слушайте вот это говно. Я вас Во, призываю. он будет еще учить Слава чеченцев, Украине! кого им слушать. Вели, этот человек через слово мат у него, это сразу выясняется, что он Не, по-русски, пускай говорит. подберезовик. Зачем его слушать-то? Я хотел, к ним придешь, пришли на канал, хотели поговорить с ними, они начинают сразу глушить, значит, от того, что ты знаешь украинский язык, ты украинцем не являешься. А украинца и не бывает, бывает украинец. А как с тобой разговаривать? Так как я разговаривал очень культурно и ни разу не матюкнулся до того момента, пока твой спикер, главноверховный, где ты, блядь, Вы вчера материли меня без провокации. Через слово мат тебя сразу выявляешь, что ты под-русски, подберезовик. Что ж ты говоришь, блядь? А, это Тесла. Это твой ну я понял. Еще раз я повторю. Я здесь до того момента... Не надо повторять. Не надо повторять. Мы уже выяснили, кто ты тут повторишь. Кто вы? Скажите, кто вы такие есть? Вы отказываетесь от собственного народа, вы отказываетесь от собственной нации. Кто вы есть такие? Я вас спросил, вы оппозиция, блядь, или кто вы такие? Вы сегодня ведете какую-то непонятную войну, отказываясь от чего-то, где-то там, в хороших странах, при хорошей жизни. При этом вы все время парируете, что вас... Надо пробрасывать здесь. А ваши украинцы по всему миру, где их патриотизм? На мерсах разъезжают по Вашингтону. Где вы? Вы где? Где ваш а вы знаете, что патриотизм? делает сегодня моя диаспора украинцев, блядь, в Европе, в США? Вы знаете, что А вы знаете, что делает наша диаспора ради вас Не в знаю. Вашингтоне? Не знаю. Не знаю. Да вы этого не стоите. И знать не хочу. Сколько вас там в том Вашингтоне, скажите мне. Если вас всего, вот спикер сказал, не больше 1 миллиона численности, так что вы там делаете? Скажите мне. Вот маленькая кучка, за вас сражаемся, за вас глотку рву. За Украину глотку рву. Послушайте меня. Зачем вы рвете за меня, за украинца глотку? Не за тебя, а не не за рвете тебя. за свою... За украинцев мы рвем. Секундочку. А что вы не рвете за свою страну? Почему за свою страну не рвете? Почему вы полностью легли под русских пидорасов? Без поддержки поставили Россию. Мы легли. Почему? Почему? И вы не ответите на этот вопрос. Да и мне не надо понимать. Я знаете, что понимаю? Я понимаю одно. Что человек, который не борется за свое государство, а жопу рвет, блядь, за чужое, это, знаете, это подмена понятий. Всем до свидания. Слава Украине. Мозгов нету. Спившиеся Ушел. под-русски. Русский шнырь ушел. Русская ФСБшная мразота перхоть ушла. Ладно, что с ним. Кто хочет, да позже. Вот видите, русская православная вот это Ахрусуна, ФСБ, агенты, перхоть, все они тут работают совместно, местно. Давай, дорогие чеченцы, просыпайтесь, смотрите
именно взрите в корень, как говорится, разбирайте ситуации, не давайте себя подставить. И весь дискурс, вот и весь Золкинский запал, вся Золкинская банда здесь была сегодня. Пыльца, Хаймерс в хату, кто там еще был? Шныри, короче, русские православные, ФСБшные агенты. За себя дерите глотку, Бог, представляешь? Они нас учат, что нам делать. А кто вы такие за нас, чтобы драть глотку? С ними весь мир, они такие смелые, ты посмотри на них. Нас и наши подставили, и вот эти подставили, ходят с этими бородами. Народом, они с подрусскими. Весь мир с украинским народом, они с такими вот это вот подрусскими тут приходят и начинают тут рассказывать. И через слово мат это сразу видно, что он подрусский или русский он. Дух пер там просто из всех щелей выбивало русней. Так, давайте говорить, друзья, на самом деле мы уже как бы заканчиваем наш сегодняшний прямой эфир, было интересно, но они ушли, все не пришли, там меня сразу заблокировали. Огромная благодарность нашей участнице Бергфрау за то, что дала возможность, ссылку на их канал. Это было очень продуктивно, познавательно. Просим прощения у всех наших слушателей и тех людей, кто будет нас слушать, свободных украинцев, свободных чеченцев, за тот нецензурный за эту нецензурную манеру общения со стороны так называемых в кавычках украинцев, а в реальности русских ФСБшных мазот, перхоти и агентов Русни, потому что они здесь установили практически здесь русский мир, показали во всей его красе, но мы тоже вынуждены были в какой-то мере именно культурными репликами сдерживать этот русский дикий мир. Надеюсь, что у вас это очень получилось культурно, красиво, эстетично, виртуозно, филигранно. Так, кто тут хотел сказать? Чигур Генезис, у вас есть какие-нибудь мысли вслух? Винни, я тебя полностью поддерживаю. Желаю тебе здоровья, удачи. Громи эту перхоть под-русскую. Все. Перхоть под-русскую. Я что тебе сан? Ах ты русская шваль. Шнырь под-русская перхоть. Вообще, залупки не уже апостол. Мачо тебе сан, ще подогреть. Мадох помойду. Genezis, der is gewoon, daar had me eerst waar we nog komen. Nog komen, dat was het samen is wat. Аминь. Мон-ра, как говорится. Так, Мика, есть что сказать? Да нет, уже как-то Сюрди Кёрш Масера. Я поздновато подключилась, но что-то урвало. К сожалению, начало вашей дискуссии не слышала. Вот. Ну, жаль это слышать, конечно. Доком докес. Я давно уже разочарована во всем этом, но все равно лишний раз убеждаешься, что Богуш, Сюкреч. Ну да. Эта мысль тоже имеет право быть. Так, у нас в гостях наш величайший Уркхей Криксраун, любимчик публики, один из величайших мыслителей Валхалы, которого мы любим. Боевой ворон, чеченский боевой ворон со скандинавским окрасом, одновременно являющийся тотемом нашей нации, волчара в шкуре волка. Так, есть что сказать у вас? Без кылмыса, Машалду. Ну, что добавить, что сказать? Нечего добавить. Свое лицо показывает. Но это видно, что план таковой был. Всех патриотов закидать в котел смертельно, чтобы они все там погибли. И чтобы внизу остались вот такие козлы. Вот такие ничтожества. А мы знаем, что на этой войне большинство погибли настоящие сыны Украины, настоящие патриоты, которые свои жизни не жалели, верили в свою страну, верили в свой народ. Но вот это точно не их народ. Что я скажу? Да пребудет с ними слава, с погибшими, или те, которые заточение.
И я вообще не сомневаюсь, что они будут пировать в зале Одина в Валхалле. А вот эти шныры как были рабами, так и останутся. Вот и все. Опять повторяюсь, это был план. Такой был план ФСБ. Самых лучших сынов уничтожить, бросить на передок. Изначально мы видели, как эта война проходила, не оказывали помощь как надо, все было мутно. Ну, просто вспомним, например, музычку, да, Сашку Белый. Кто его завалил? Вот такие же подростки, так называемые украинцы. Изначально сажали патриотов, убивали, и сейчас то же самое делается. Сейчас фактически, можно сказать, не осталось. Они нам что-то хотят сказать, нам говорят, вы когда что-либо будете у себя делать, вот сидят вот эти Золкин, вот это ничтожество, Карпенко кричит, вы когда собираетесь что-то там делать? Когда у нас была война, вы что делали? Вы ничего не делали. Более того, 37 тысяч ваших граждан пришли как контрактники, наемники на нашу территорию и воевали против нас. Нам хватает просто элементарно одного вашего Юрия Буданова, вашего героя. Ну, что сказать, ничтожество. Что этот Золкин, что Карпенко и вот эти ничтожества, что сюда заходят, и относить их к украинцам, ну, я считаю, что не надо, и обиду держать на настоящего украинца не надо. Вот эти шныры там были полно, их просто, знаете, это рассадники, которые, извиняюсь за выражение, насрал совок. И мне еще тогда ребята украинцы говорили, что у них очень много коллаборантов, стукачей, шпионов, которые нагло себя ведут. И так называемая власть, вот эта Зеленская, которая тоже является проплаченной, которым плевать на свой народ, который сейчас типа он показывает себя таким патриотом, понимаешь, а до этого ему было плевать. И он тоже все взял там, подставил всех. Одним словом, они не являются украинцами. Украинцы, я знаю, хорошие ребята, настоящие патриоты. А вот из-за таких мудаков, вот действительно, они и есть хохлы, кстати, вот, которые сюда заходят, вот Золкин и так далее, они не украинцы. Вот посмотрите на их лица. Вы видели вот этого Золкина, вот этого, как это, ничтожество, вот это Карпенко, натуральные монголоидные там потомки печенегов, вот ничтожество. Я не оскорбляю ни монголов, ничего, но видно, вот эта рабская сущность в них сидит. Это никакие не украинцы. Вы посмотрите на настоящих украинцев и на этих ничтожеств, потомков печенегов. Вот что сказать. Короче говоря, в итоге мы видим. Сейчас все настоящие, можно сказать, окончательно все патриоты в могиле, и внизу остались вот такие козлы. Как у нас говорилось, дела Оларım цахира велчут я тяйсер гезер я цен öyle olur потому что гезер я циш да именно бугайси цешедом голдох той кого добавить еду добавить гумадас той Какал Криксаун, Хаз Хамел, ну кетам буш, чулаца буш, кет, лукчум кетам буш, кетар буш, кипа, Дин Хамел, Гудерис, Хулиш. Масна, я бы еще добавил бы, если ты позволишь. Кстати, во время Голодомора к нам на Кавказ приезжало очень много украинцев. Мой дедушка с материнской стороны, которые приехали во время Голодомора, вот украинские, вот, ну, среди них были и дети тоже, 3 детей воспитал, которые бежали от голода, который устроил вот этот совок, который сегодня защищает вот Карпенко, вот эти вся ничтожества. У нас, например, в селе, например, точно так же очень много, вот с отцовской стороны тоже были украинцы. У меня, например, родственники женились на украинах, например, они жили у нас. Я в детстве со своими дядями ездил к ним в гости, так как уже, ну, родственные связи были.
Ну, хорошие были. И, кстати, что я заметил, среди них были такие совковые тоже вот эти хохлы, не украинцы. И вот эти так называемые украинцы, вот это хохлы, а не украинцы, ругали западных, называли их бандеровцев. Ну, плюс, когда поднимали тост, они говорили там, если я не ошибаюсь, сохлы, что подохли все хохлы. Сами вот эти потомки печенегов, ничтожество, говорили про настоящих украинцев. Потом мы поехали вот эту западную Украину, познакомились с этими так называемыми бандеровцами. Хорошие люди, просто замечательные были люди. А вот эти ничтожества, которые вот были вот под влиянием совка, они вот были такими ничтожествами. И, к сожалению, их больше расплодилось, потому что самый настоящий патриот, который э, э, думал о своей стране, шел первым на войну, а вот эти ничтожества мы видим, бегут из Украины, бегут там куда угодно, там Европу, а потом, сидя в Европу, там всю свою желчь вот, выплескивают, да, и на Украину, на весь мир, и тем более на наш народ, понимаешь, и там. Вот этот, кстати, слепой кот, он говорит, что он в Германии. Он много раз понтыкидал, давайте я вам дам адрес. Пускай он даст адрес, и мы его поставим на учет, на Verfassungsschutz, и будем наблюдать за его деятельностью, будем анализировать совместно с спецслужбами, чтобы его нафиг там пинком выкинули отсюда. Вот и все. Свою любимую вражку, чтобы он жрал из совка, понимаешь, из подачки этих русских. Хлебал отходы, как говорится, да, из корыта, чтобы отходы Да, хлебал. да, из корыта, да. Дересу доштила. عندك Ты كريكسان закончил بوغان окончательно. مokши мяшли уэль хайндек мадек хавола войдол что дерескрю. Дорогие братья и сестры во Христе, кто-нибудь еще есть, кого добавить? К сожалению, средства массовой информации свободных чеченцев заняты под русскими, и средства массовой информации Украины, свободной Украины, заняты под русскими. Поэтому они только нагнетают, они настраивают народы друг против друга. И ни украинцы нормальные не могут пробиться, и ни чеченцы нормальные. Они гасят нас с двух сторон, гасят. Давайте, знаете, для интереса дадим слово нашему русскому брату, этническому чеченцу, но который защищает русский мир. И который говорит, что Путин защитник ислама. Мусульманин-восьмидесятник Дзурдзукетин. Вот ему слово. Он сейчас Одессу будет брать. Кстати, такой же наш брат во Христе, как и те братья во Христе, которые пришли от Залубкина и Карпенко. Вот, давай, Дзурдзук, тебе слово. Мы слушаем тебя. Дзурдзукете, вам слово, заключительное слово вам. Говорите, Одессу будем брать или нет? Ударные штурмовые полки русских православных Ахлусунна мусульман стоят на границе на защите интересов Русни, ждут приказа от войска Иисуса Христа, от Мяхди, как это называлось это? Джудж-муджудж, одноглазый придет Мяхди, войско православное. Аллаху Экбер, ну это вообще смешно. Ну что за мракобесие. Друзу, вы будете говорить или нет? Упорно молчит. Дзурдзук, мне кажется даже, что вы с ними как-то вот спелись. Вы случайно не являетесь модератором на канале русских агентов ФСБ Золкина и Карпенко? Мне какая-то подкрадывается, какое-то сомнение даже уже есть. Но ничего страшного. Ладно, Дзурдзукет, если вы не хотите говорить, вы знаете, что мы всегда даем слово, потому что вы человек все-таки культурный, образованный, не материтесь, не оскорбляйте, ну, все равно закидывайте русские нарративы. Но, как бы там ни было, мы даем слово всем, и этим мы отличаемся, что эта площадка создана свободными людьми, для свободных людей,
Нам помогают наши добровольцы, технические мотиваторы, которые находятся в 4 углах земного шара, которые успешно отбивают все DOS, а также вирусные атаки. Вени, может, мне тоже дашь слово? Только произнеси мой ник. Мой ник произнеси, пожалуйста. Да я же вам слово и давал, вы же молчите. Нет, произнеси, пожалуйста, мой ник. Я не знаю, к кому ты обращался. Мне дай слово. Сначала произнеси мой ник. Крестный отец. Крестный отец, Дон. Нет, Вени, не юли. У тебя лампочка горит, все нормально. Произнеси мой ник, пожалуйста. По нашему гостю, нашему постоянному слушателю, крестный отец Дон Арчи. Вам слово, говорите. Нет, Вели, ну давай, Вели. Давай, ник произноси, Вени. Дурзукете, крестный отец Дон Арчи. Какой у вас там еще ник? Заза, ну вот ты произнеси ник, Заза, мне тебя тоже жалко, какой у вас Заза. ник? У вас то, что написано, я и говорю. Подождите, что у вас там? Нет, Заза, произнеси. Мой шок в шоке. Что там надо ему еще сказать? Вы скажите, я скажу, мне никаких проблем это не представляет. Как вы хотите, чтобы я представил? Шок Малека. Мой шок в шоке. Вени, мой шок в шоке называется его ник. Да. Не, вы как хотите, чтобы я вас назвал? Скажите, я вас представлю. Я же вам говорю, без никаких проблем. Я с удовольствием вас представлю. Российский подберезовик, да, представить. Что понятно. А как вы хотите, чтобы мы вас представили? Просто скажите мне, я вас представлю. Давайте говорите. Гарвейна. Ник — это крестный отец Дон Арчи. Я его так и представил. Я не знаю, как он хочет, чтобы я. Я его Дзурзукете представил. Во всех его ипостасях я его представил. К сожалению, У него Предатель земельного. специалист по границам Запада и Востока. Собиратель земель российских, русских. Покоритель Одессы. Да, канала. Подсвечка ночь. Титул перечислить. Хажат дохкун Теслас Эллар Гдари, это был прям шах и мат. Как они это засмеяли? Хазирихон, ты долго говоришь. Они даже слушать не хотели. Хазирищен. Им не нужна правда. Это Гушмаду же. Им правда не нужна. Крестный отец Дон Арчи снова пришел. Да, крестный отец Дон Арчи. Говорите, мы вас слушаем. Будем брать. царь Милитиш, он же Цаунядин Петров, он же Сидоров, он же перечислили. Заза, ты можешь прочесть мой ник? Я же прочла, Вени. Смайлик со слезой. Мой шок в шоке. Ну, этого недостаточно. Если бы можно было еще написать, я бы написал Заза и такой плачущий этот смайлик, Заза. Ну, что я вам говорил? Цааш, дуэй, цан, цааш. И аж дион, эх, я ждал, шишны ждуй, ног шишен. Шуну дион, эх, я то должен, царь. И будану, шей герой, нисти на дион, шей будану, шун, эх, бог. И за эх, я то должен. Ждите. Вот, правильно. Хажал меня один дело. А вы шишки, что хайник милута, пицца Дзурзукете. Кто сажает чеченскую нацию на бутылку? Мадака, охишан дахаикас украинцу. Подожди. Кто сажает чеченскую нацию на которого у тебя была надежда, он посадил тебя на бутылку. Не. Этот украинец, так называемый, он именно про бутылки начал говорить, потому что он является агентом русского ФСБ. Нет, он не украинец. Настоящий свободный украинец. Ну не будь таким наивным. Не будь таким наивным. Чеченцы, не будьте таким наивным. Саш. Кто посадил чеченца на бутылку в Чечне? Вот ты мне скажи, вот я тебе вопрос задаю. Украинец или русский? Буданов посадил. Ты прекрасно знаешь. Вот видите, Гуштышин,
نقش قومي تاكم بق حجال نقش يحيى سيدو قام شنقشتو قبيوشك ديعا خاسكي Диа, диа, царасты, красная свинья, белая свинья. Красная свинья, белая свинья. Надовком русское ФСБ везде. Когда я умадить, Зурзукете, гладух. Ты гудуешься, мне просто Зазу жалко, Заза, ну клянусь тебе, ну я А не что знаю. меня жалеть? Заза, Я не Заза, пойму. ну лучше удели внимание, я же, ну ты же знаешь, там есть наши, да? Удели нашим внимание, бейте украинцев. Гарский шлейх или Лил Бог, а Америки вообще гарский Табор, шлейх. табор, Кадырович, возьми табор. Кадырович, возьми табор. Sen kaç nokçiçin rodiye. Ладуа, Дурдук, Сабарде, Дурдук. Ага, со Вашингтоне, сум Госдепу, Ахштулуш, Конгрессу, Сенату, Ахштусулуш, за поддержку демократическом обществе. Они понимают прекрасно, что посредством религии ислам, Музмахмада, Аллахом, русские Ну нас используют. давай, не переводи тему, не переводи тему. А украинец Мне Америка дала все права защищать меня. И ты мне говоришь, чтобы я стал, живя в Америке, в Вашингтоне, рабом Русни, да? Это ты мне предлагаешь? Нет, давай не отходить от темы. Украинец, кадам халгадион, милухайтих. Не, украинец, Вац, это русский дух в нем был. Это русский православный охлушка, агент, ФСБшник. Перестань ты, украинец, чуален, мауа, интервью я делаю, заходите сюда. Мы сейчас, я организовал интервью с украинцами. Анонсин сок, машин, 20 ساعة العش, موجود. Каждый раз на машине. Зурзукети, и газлайтинг, и хаамина, или это тебя учили где-то, или ты интуитивно, самородок талант? Чему еще раз? Газлайтинг, когда человека пытается убедить, что хотя он и выиграл, на самом деле, что он проиграл. Да? Если долго ему это говорить, особенно целый группа, и она, и дерцу выиграть, он действительно начинает в себе сомневаться и действительно начинает саму галуакш, короче. Это называется газлайтинг. Он вейнин газлайтинг я шух, вот украинец, so ich da размазать, вин хофе избешны, хумы то украинч, даже то себе за то, иш поддерживать, и далее. Полностью раскатать вицу и, блин, просто еще и проехался туда-сюда катком, украинцу, он гейтер вошу. Что ты имеешь в виду, гейтенцу? Да, гейтенцу. Пускай от чухок ладуш, есть записью, пускай чеченцы делают вывод. Соцаму амина, сам я простой чеченец. Но на бутылке кто сажает чеченцев, простых чеченцев? Украинцы свободные, независимые? Или русское террористическое образование под названием... Я же тебе сказал, Будановы, потому что треть в армии российской были Будановы. Все танкисты были Киевского танкового училища. Все артиллеристы были Харьковского артиллерийского училища. Понимаешь ты? Треть вот этих самых офицеров были украинцы. Я тебе это могу доказать. Состав Украины, мы задахать на войну украинч, то есть русня все-таки, украинч, дик хала, уохала, они нам пара-барабану. Из русня юга, Киевская Русь, из русня юга. Когда у нас шла война, вся московская элита тусила в Киеве. Алла Пугачева, Киркоровы, вся тусовка была в Киеве. Малазийская, австралийская элита не играет значения. Вы оккупировали Донбасс, и дикал вол нам по барабану. Нас оккупировали русня. То есть, нас оккупировали конкретно. Поэтому от того, что ты говоришь украинцы, от этого ничего не меняется. Там Африка, Америка, они их не бьехал нам по барабану, потому что они у нас не заправляют. У нас конкретно заправляет русня. И теперь бьехал нам отражается на нас. Украинский бьехал на нас не отражается. Они нас не оккупировали и не хотят оккупировать. Не подменяй понятия. Ладно, Дзурдзукете тоже, правда, не нужна. Сидя на бутылке русской, большой, шампанской, Советского Союза, Дзурдзукете хочет
доказать нам, свободным чеченцам, что его посадили свободные украинцы на эту бутылку. Но мы-то знаем, кто его посадил. И мы его защищаем от этого, и мы его спасаем. Но он не хочет спастись. Ему, видать, нравится русская бутылка. Ну ладно, ничего страшного. Хоби махвай. Судя вай тагалер вай гошки чони. Да я здесь шумасана баркал. Дел рейс хулишун дал мели яздал дал я хаберт кил машваль. Дал нисвант я ценвант я боконт я тулом вой ногчи коман. Шаат кил машваль шу. Массера. Хазар дуэй. Машваль шу.